Добрый вечер. В эфире студия Комин KG. Сегодня большой и важный день. Только что мы стали свидетелями выступления Мурата Мусабаева, человека, который с Народным фронтом был, есть и, наверное, будет. Это тот человек, которому мы полностью доверяем. И, наверное, Народный фронт заявляет о своей всеобщей поддержке и солидарности с этим человеком. Потому что то, что происходит в стране сегодня, то, что мы терпим каждый день, больше смотреть на это молча абсолютно нельзя. Последней каплей того стало то, что вчера и сегодня мы убедились лишний раз в том, что эта власть преступна. Я думаю, у каждого есть что сказать по этому поводу. Поэтому мы заявляем о том, что Народный фронт более не признает эту власть. Ни президента, ни правительства, ни парламент. Мы будем добиваться отставки всех ветвей власти, и судебной тоже. Тот беспредел, что творит эта армия с нашей страной, с нашим народом, взирать на это просто так больше нельзя. Мы начинаем активные действия для того, чтобы оторвать от власти казнокрадов, воров и убийц. Можно мы дадим слово журналисту? У нас сегодня профессиональный праздник, Международный день журналистики, и Улана сегодня с самого начала дня просили интервью, как известного телевизионного журналиста, опытного ведущего. И я думаю, что сейчас, Улан, у вас есть большая возможность интервью, которое, возможно, не выйдет на ЛТР, как вчера не вышло мое интервью на телеканале НТС, вышло в очень таком странном урезанном виде, да, обратиться к нашим пользователям. Да. Я поздравляю всех журналистов с сегодняшним профессиональным праздником, с Международным днем журналистики. Поздравляю коллегу Кирилл и Равшан. Я поздравляю. И самое печальное, что в этот день, когда мы могли бы с высоко поднятой головой праздновать поистине торжество свободы слова, мы не имеем такой возможности говорить, выступать, доносить до общества истину, правду, в каком состоянии находится наша страна, куда мы движемся, что нас ожидает, как нам дальше жить. Практически этой свободы в нашей стране нету, свободы слова. И как до нашего эфира выступил член Народного фронта Мурат, я хотел бы обратиться к журналистам. Дорогие друзья, коллеги, я обращаюсь к вам. Если вам надоело врать, я прошу прощения за грубость, если вам надоело обманывать собственный народ, своих детей, своих отцов, своих матерей, своих предков и подрастающее поколение, я прошу вас, наберитесь силы, наберитесь духа и скажите «нет». Нет этой лживой политики нынешней власти. Скажите «нет» себе, своей совести. И пусть на самом деле в Кыргызстане восторжествует эта свобода, свобода слова, свобода совести, свобода от страха. Ведь ради этого мы живем, ради этого мы боремся. Я призываю, дорогие мои друзья, коллеги, журналисты, в ком есть хоть капля кыргызского духа, свободолюбивого, пожалуйста, поднимите свои головы и скажите «нет» своим хозяевам, скажите «нет» своим чиновникам, которые сегодня заставляют вас врать, говорить ложь, заблуждать наше общество. И чтобы этот день каждый журналист мог праздновать действительно с высоко поднятой головой. Это все, что хотелось бы мне сказать моим коллегам. Спасибо. Улан, мы тебя тоже поздравляем с праздником. Уважаемые коллеги, независимо от того, в каком лагере вы находитесь, портал Комин KG поздравляет всех журналистов
которые считают себя журналистами с профессиональным праздником. И мы надеемся, что та ситуация экономическая, из-за которой вы вынуждены брать деньги, обманывать, вводить в заблуждение общество, она в скором будущем закончится, и все вы сможете свободно вздохнуть от вот этой преступной власти, которая заставляет прикрывать собственные преступные деяния целую армию журналистов. Сегодня, уважаемые пользователи нашего портала, уважаемые наши зрители, сегодня не осталось в Кыргызстане ни одного свободного канала. Ни одного свободного канала. К сожалению, ни Киргизское государственное телевидение, ни ЛТР, ни НТС не могут похвалиться тем, что вещают правду нашему кыргызстанскому народу. И это очень прискорбно, что та власть, которая пришла на крови, сегодня эксплуатирует 3 национальных канала, вещающих на всю страну, и заставляет журналистов бесконечно обманывать и бесконечно идти на компромисс с собственной совестью, собственным сердцем и собственными мозгами. Каждый журналист, поверьте, сегодня понимает, что мы стоим у края пропасти. И внешние угрозы сегодня искать надо не за пределами Кыргызстана, угрозы безопасности, угрозы уничтожения нашей государственности и нации в целом. Внешние угрозы сегодня – это далеко не внешние, это ограничивается границами Белого дома, состава правительства и кыргызского парламента. Это, извиняюсь за выражение, меня называют невоспитанным человеком, я не обращаюсь к судьям и прокурорам со словом «Ваша честь». Я не могу обращаться к этим людям со словом «Ваша честь» или «Уважаемый». Я не могу писать президенту официальное письмо со словом «Уважаемая госпожа президент», мною неуважаемые представители власти. Я сегодня, как гражданин, как руководитель портала Комент.Кизhi заявляю всем и призываю присоединиться ко мне и к Народному фронту всех граждан, которые родились в этой свободной стране, свободными людьми, проявить акт неповиновения этой государственной машине, этой государственной системе, этой преступной власти. И извиняюсь за выражение, да, суки и мрази не только в судах сидят, суки и мрази сидят на 7-м этаже Белого дома. И эти люди сегодня нас всех с вами поставили на колени. И пришло время сказать «нет» этим людям. Сегодня, как председатель общественного объединения «Народный фронт», я хочу, наверное, поздравить всех граждан Кыргызстана тем, что в конце концов мы сегодня стали свидетелями того, что забрезжил свет в конце туннеля. То, что мы сегодня услышали, то заявление Мурата Мусабаева, дает нам силы, возможности верить в то, что мы на самом деле построим цветущий, развивающий Кыргызстан. Сегодня мы можем сказать, мы знаем, кто из себя представляет нынешняя власть. Те последние журналистские расследования по факту преступления со стороны главы ГКНБ еще раз показало, насколько преступна нынешняя власть. И, наверное, сегодня мы можем честно и откровенно сказать нашему президенту: вы преступница, вы самый главный преступник в этой стране. Мы сегодня хотим сказать, что в парламенте сидят преступники. Мы сегодня можем сказать, что правительство тоже состоит из преступников. И когда мы до этого говорили о том, что предстоящие президентские выборы приведут к гражданской войне, я думаю, уже многие граждане Кыргызстана осознали и поняли опасность той игры, которую затеяла нынешняя власть. Мы сегодня еще раз хотим сказать, что если 30 октября пройдут президентские выборы, это еще раз укоренит позиции криминала власти. И, конечно, ждать, что новый президент изменит нашу жизнь к лучшему, поверьте мне, ни к чему хорошему не придет. Это настоящий обман и блеф. Сегодня мы говорим о том, что мы будем двигать нашу программу чистого государства. Мы будем строить чистый Кыргызстан. И мы сегодня хотим обратиться ко всем нашим гражданам, независимо от национальности, вероисповедания. Я знаю, что та политика, которую ведет нынешняя власть, заставляет многих русскоязычных граждан покидать страну. Я прошу вас, остановитесь, не делайте этих шагов. Мы верим в то, что мы построим на самом деле интернациональный Кыргызстан. Самое главное достояние в нашем государстве –
это люди. Мы найдем денег, мы найдем инвесторов, но нам нужны истинные патриоты, профессионалы, люди, которые знают, как строить новый Кыргызстан. Мы еще раз сегодня обращаемся к тем гражданам, которые морально поддерживали нас. Давайте вместе строить правительство народа.